Добрый вечер. Время новостей на АТР. Сегодня 17 февраля, 1086-й день аннексии Крыма. В этом выпуске вы узнаете о таком. Нужно ли менять постановление Кабмина 1035? Необходима отмена этого постановления и принятие нового постановления. Переговоры по Сирии снова прошли безрезультатно. Россия амнистировала виновных в смерти 6 на Крымской дороге смерти. Тысячи активистов вышли на марш возмущенных белорусов. Прямо сейчас в Минске активисты протестуют против декрета о тунеядцах. Колонна отправилась с Октябрьской площади к Министерству государственных сборов. Несколько месяцев назад белорусский парламент принял декрет номер 3 о предотвращении социального иждивенчества, который ввел новый сбор на финансирование государственных расходов. Протестующие говорят, таким образом государство хочет спасти казну за счет новых необоснованных поборов. Уже несколько месяцев белорусы получают письма с требованием заплатить налог в размере 360 рублей. В тунеядцы записаны более 400 тысяч граждан Белоруссии. Мне пришло письмо счастья за 15-й год. Але платить не збиралась и не збираюсь. Не только тим, хто прийшло письмо щастя, але й матулі з дітьми-інвалідами і з звичайними здоровими дітьми, пенсіонери. Для мене це значить, що народ увогуле не може звести конці з концами. Крымско-татарские активисты рекомендуют не принимать участие и не баллотироваться на предстоящих выборах в местные советы в оккупированном Крыму. После сложения полномочий некоторыми депутатами в Николаевском оккупационном сельсовете на 2 апреля анонсированы дополнительные выборы. По словам активистов, оккупанты уже заставили экс-директора Тепловской школы Фатиме Сейтвелиеву выдвинуть свою кандидатуру. Большинство крымско-татарских активистов по-прежнему считает, что участвовать в выборах в Крыму какого-либо уровня является неправильным даже с моральной точки зрения, так как на Крымском полуострове продолжаются политические преследования крымских активистов, правозащитников, адвокатов, журналистов, людей, исповедующих ислам. Мы считаем, что подобными действиями люди, участвующие в выборах, фактически легализуют эти преследования, признают эти преследования, что является абсолютно неправильным. Конечно, эти люди имеют полное конституционное право поступать так, как они считают нужным поступать. Никто отговаривать их не собирается, но мы, как общественность, считаем, что добиваться решения местных проблем можно без непосредственного участия в выборах, а работая постоянно с местными властями как громада, требуя выполнения тех обязательств, которые депутаты берут на себя. Под роспись крымским госслужащим возвращают украинские паспорта. Адвокат Николай Полозов сообщил, что эта тема сейчас активно обсуждается на полуострове. Он считает, что это может свидетельствовать о том, что в Кремле рассматривают возможность проведения повторного референдума на полуострове. После аннексии Крыма России в 2014 году крымские госслужащие были обязаны сдать также под роспись свои украинские документы. Турецкие предприниматели встретились с представителями Меджлиса в Киеве. Некоторые члены делегации, потомки эмигрировавших во время первой аннексии полуострова в 1783 году, которые сейчас живут в городе Аксарай. Обсуждали вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и возможные инвестиции в развитие украинского земледелия. Они приехали сюда на сельскохозяйственную выставку, которая проводится здесь, и заодно прозондировать перспективы и возможности инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Они знают, что у нас очень плодородная земля,
У них есть деньги, они могут приложить эти деньги и способствовать взаимовыгодное сотрудничество. Они зарабатывают деньги, в то же время создают рабочие места здесь. Kendimizi. Biz Kırım Tatarı vatandaşlarımızla birlikte. Я надеюсь, что мы будем продолжать политическое и коммерческое сотрудничество с крымскими татарами и жителями Украины. 33 часа. Столько времени провел переселенец Илья Ильин на админгранице с Крымом, пытаясь перевести на материк личные вещи. Ему это не удалось из-за постановления 1035 Кабмина Украины. Оно существенно ограничивает перечень разрешенных к провозу вещей и нарушает конституционные права граждан Украины, считают правозащитники. То, что это постановление нужно менять, убеждены в Министерстве по делам временно оккупированных территорий. Больше расскажет Роман Спиридонов. Из дома в столицу Илья хотел перевезти личные вещи: кофеварку, телевизор, посуду и коллекцию крымских вин. В 10 утра он приехал на пункт пропуска Каланчак. Митник виніс картку відмови, де було відмовлено у провоз через митний кордон України певних товарів. Це стосувалося електробитова техніка бившого використання, це були особисті речі, домашній кінотеатр, лікаро-горілчані напої, і там ще список продовжався, там персональний комп'ютер це був. Там мы стояли 9 часов. Илья вызвал полицию. Та, посовещавшись с таможенниками, предложила переехать на другой пункт пропуска. Сказали, езжайте на Чеплынку, там вас пропустят, вы здесь наделали много шума, уже машина ваша засветилась. Езжайте туда, там вас сейчас по-тихому пропустят. Там тоже Илье не удалось провести вещи. Проведя на морозе больше суток, он оказался на материке, а вещи отправились в Крым. Теперь Илья будет оспаривать таможенный запрет. Одесский суд в прошлом году уже признал действия таможни незаконными, но его решение не стало прецедентом. То есть необходима отмена этого постановления и принятие нового постановления, которым будет адекватно урегулирован этот вопрос, которым будут действительно запрещены коммерческие поставки в Крым и из Крыма, но будет обеспечено право граждан на свободный провоз своих личных вещей. Постановление 1035 нужно срочно менять, уверены в Центре просвещения Альменда. Вступительная кампания не за горами, а трудности на админгранице могут отпугнуть крымских абитуриентов от материковых вузов. В сумке. Открываем эти вещи глазами таможенникова. В этих вещах нет бинокля, в этих вещах нет лыжных палок, в этих вещах нет переносного телевизора, в этих вещах нет пейджера. По мнению государства Украина и по мнению логики постановы 1035, именно эти вещи безумно необходимы будут студентам во время обучения. Когда родители будут принимать решение, а где же учиться их ребенку, я не думаю, что, прочитав и познакомившись со списком постановы 1035, родители будут выбирать Украину. С правозащитниками и экспертами согласны в Министерстве по делам временно оккупированных территорий. Там считают, что пора пересмотреть все законы, регулирующие отношения с Крымом. Є протокольне доручення, яке призначає нам опрацювати зміни до законодавства, а саме відміну СЕС Крим, яка вже не має сенсу жодного, і внесення змін до законів про права людей на тимчасово окупованій території, а також внесення змін до сумнозвісної постанови, які б дозволили людям переміщувати їх персональні речі без яких-небудь обмежень. Правозащитники не ждут решения Кабмина. Они подали в окружной суд Киева иски к правительству с требованием отменить постановление. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Жители улицы 1 мая в Алупке остались без воды из-за желания местных чиновников сэкономить. Накануне водоканал перекрыл водоснабжение в нескольких домах из-за того, что их канализация вышла из строя. Жильцы говорят, чтобы не ремонтировать станцию за бюджетный счет, чиновники не включили улицу в состав города. Теперь вынуждают местных жителей оплатить ремонт за свой счет. 2 ведра тоже. Приехал водоканал,
Вот, наводить экологический порядок. Со всей нашей улицы 1 мая, вот часть домов Ленина подключены тоже к нашей канализации. Взяли в 3 домах, рубанули воду, опломбировали вентиль, развернулись и уехали. Вот сегодня мы 3-й сутки без воды. Как ниточка шел, мы думали, хоть чуть-чуть набрала, вот стоит у меня... Снег топили. Снег топили, натопили. Вот это с дождя. И вон там тоже. Вот. И там у меня за сараем два ведра тоже. Контролер с водоканала. И сказала, что вам обрежут воду. Мы не верили. За 3 дня можно сделать канализацию разве? Люди что могут? За свои деньги такие построить КНС, эту станцию? Сотни фур минимум 4 дня будут ждать своей очереди переправы в Крым. По состоянию на утро пятницы со стороны Краснодарского края паром ожидают 968 фур. Со стороны Крымского полуострова в очереди на переправу стоят 270. Перебои в работе переправы начались на прошлой неделе из-за ледохода в Керченском проливе. Сообщается, что МЧСники уже развернули пункты обогрева на переправе. Сколько? 3-й день у него, да? Он стоит. А когда вот самая последняя фура отправилась на тот берег? Какого числа? Нет, 3, да столько. 3-й день, да. А вы откуда едете и куда? Омск. В Омск? Да, с Омска. Груженые все? Не, и пустые, отсюда нечего брать. В основном все пустые едут, да? А тут нечего брать вообще. Вам сюда волокем, а что толку? Отсюда пустые. Но дорого вот сутки прожить выходит. Да больше штук. Россия помиловала виновных в смерти 6 на Крымской дороге смерти. 3 виновных по этому делу попали под амнистию, объявленную в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне Госдумой России, которую они приняли еще в апреле прошлого года. 28 сентября 2014 года на автодороге Симферополь-Дубки в результате обвала грунта в яму провалился автомобиль с 8 людьми. В результате трагедии 6 человек погибли, среди них было 2 детей. В 2015-м следком выдвинул обвинения против директора, главного инженера и мастера участка общества Бахчисарайское дорожно-строительное управление. Авдеевку снова обстреляли из тяжелого вооружения. Из-за танковых залпов накануне вечером погибли 2 человека, военный и гражданский. 8 человек были ранены, из них 3 местные жители. Боевики стреляли по городу вечером 16 февраля, били по центру и попали в 3 жилых дома и магазин. Спасатели и волонтеры разбирали завалы жилых домов в поисках пострадавших от обстрелов. Всего за прошедшие сутки на Донбассе погибли 3 українських воєнних, 10 получили ранення. На даний момент до нас поступило 5 поранених бійців Збройних сил України. З них 1 важкий, 1 середній. 3 хлопці мають легкі поранення. По цивільним особам поступило 3. 1 чоловік, на жаль, загинув. На даний момент обстріли тривають. Пострадавший есть в квартире? Нет. Я понял. Хорошо. В чем еще помощь? Выйти вам надо помочь как-то? Пішли ж з МЧС шукати людей, які постраждали. Знайшли людей, яких засипало, почали розбирати завали, наскільки це можливо, для того, щоб розблокувати двері. Знайшли жінку, доволі таки молодого віку, і племінника її. Розібрали трохи завали, розблокували двері, допомогли винести речі. Миллион детей, которые переживают 4-й год конфликта на Донбассе, нуждаются в неотложной помощи. Такие цифры приводит детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Украине. По их данным, еще около 200 тысяч детей до сих пор проживают в пределах 15 километров от линии конфликта.
Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии опять прошли безрезультатно. В Астане Россия, Турция и Иран сели за стол переговоров. Представители сирийского правительства и повстанцы снова отказались от встречи с глазу на глаз. Представители повстанцев сообщили, что Москва пообещала прекратить обстрел районов оппозиции и помочь в деле освобождения политзаключенных. Москва и Тегеран поддерживают правительство президента Башара Асада, Анкара поддерживает оппозицию. Какое будущее ждет американско-российские отношения? Накануне прошла первая встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Они сели за стол переговоров в немецком Бонне во время встречи глав МИД стран Большой Двадцатки. Стороны по-разному прокомментировали результаты их беседы. Экс-глава крупнейшего нефтяного концерна ExxonMobil Рекс Тиллерсон, которого из-за бизнес-интересов с Россией в СМИ окрестили другом Путина, вступил в должность руководителя Госдепартамента США 1 февраля. Мы готовы сотрудничать с Россией в тех направлениях, которые практически будут выгодны американцам. Там, где наше видение не совпадает, мы будем действовать в интересах США и наших союзников. Пытаясь найти точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет выполнять Минские соглашения и работать над деэскалацией насилия в Украине. Нет, вопрос санкций не обсуждается. Мы санкции не обсуждаем. Мы исходим из того, что это аномалия, и те, кто к санкциям прибегал, должны, в общем-то, оценить для себя, насколько это эффективно, насколько это отвечает нормальному общению между государствами. Ученые из США анонсируют воскрешение мамонтов. Это может стать реальностью уже через 2 года, обещают генетики из Гарварда. Американский биолог Джордж Черча заявил о возможности возвращения к жизни шерстистых мамонтов, так как исследователям удалось сохранить ДНК останков животных, которые погибли тысячи лет назад. Получить первый полноценный экспериментальный эмбрион ученые планируют в ближайшее время с использованием особой технологии модификации. Пока это все. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Истикамет». Хороших выходных. Оставайтесь с АТР.